проводит Ассоциация книгоиздателей России, это город Москва, а также различные региональные книжные конкурсы, куда мы отправляем наши книги, тоже получают достойное признание. Одним из самых востребованных у нас остается детская литература. И мы этой серии книг уделяем особенное внимание. Детская литература охватывает возраст читателя от 0 до 16 лет. Это дошкольный, младший школьный, средний школьный и старший школьный возраст. С 2012 года, согласно федеральному закону 436 ФЗ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, мы в конце книги со всеми данными указываем также допустимый возраст той или иной книги для детей. При подготовке книг мы строго соответствуем ГОСТу, то есть в первую очередь это необходимый размер шрифта для того или иного возраста, объем необходимых иллюстраций обязательным является, но самое главное это все-таки интересные, содержательные произведения. И таким произведениям, они у нас есть, их немало, мы с ними работаем, и им уделяется особо пристальное внимание. Для детей дошкольного возраста большую часть занимает все-таки рисунки. Там текст должен быть минимальным, то есть 2-3 предложения на странице. Из таких серий у нас в основном подготовлены для дошколят. Это книги, которые знакомят с нашим чувашским алфавитом. Среди них можно отметить Галину Зотову «Выдержите продаван», 37 букв, «Спарать со спалы» Василий Кервень, вот он, можете посмотреть. «Елымри Агадуй», тоже про буквы, Юра и Семендера на лужайке собрались и другие. Также у нас вышли в переводе на чувашский язык известные авторы, это Агния Барто, «Игрушки» Тетезе, доктор Айболит, Айбиби доктор Корнея Чуковского и так далее. Познакомившись с буквами, дети уже потихонечку начинают приучаться читать сами. В этом случае нам будет необходимы будут книги «Читаем по слогам». В 2018 году совместно с московским издательством мы подготовили серию книг, это из 8 книг комплект состоит, где произведения русских авторов перевели на чувашский язык. И весь текст подготовлен по слогам. Книжки небольшие, красочные, интересные. Также для маленьких читателей у нас есть и развивающая литература. В этом плане у нас активно работает наш автор Елена Викторовна Янька. Вот у нее вышла книга у нас «Чуваш Пуганизе», где дети уже не только читают, но вот чувашскую одежду вырезаем, одеваем, развиваемся. Но в основном это, наверное, для девочек. Будет интересно. Для детей уже чуть постарше, младший школьный возраст, в основном у нас популярны книги билингва, то есть это книги, которые подготовлены сразу на 2 языках, как правило, чувашский русский или чувашский английский. Но опыт показывает, что чувашский русский интереснее нашим читателям. Они у нас самые разные. Бывают варианты, когда русский текст расположен параллельно чувашскому тексту, то есть на странице содержание произведения полностью соответствует 2 языкам. Есть еще следующий вариант, когда страница делится на 2 части. Сверху оригинал русский или чувашский, а снизу перевод. Между ними небольшой рисуночек. Самый более интересный вариант – это все-таки, когда сначала идет произведение на одном языке, и с новой страницы у нас начинается уже перевод с новой страницы и с новыми иллюстрациями. Есть еще книги, которые мы называем книги аллигата, то есть книги-перевертыши. Такие книги имеют 2 обложки, то есть с одной стороны мы видим обложку на чувашском языке, все произведение идет на одном языке, ребенок переворачивает книгу, и вся обложка и весь текст также идет уже на русском языке. То есть в одной книге сразу 2 языка. Своеобразная, только надо книгу переворачивать. Такая необычная форма книг. Ну, также хочется отметить, что
наравне с обычными текстами многие авторы предлагают детям немножко подумать, поразмышлять, и чтобы лучше понять изученное, небольшие задания имеются в конце книги. В этом плане у нас успешно работала Надежда Медюкова. Она, скажем так, одна из первых, кто предложил этот вариант. После текста у нее идут небольшие вопросы или задания, или кроссвордики, чтобы ребенок, прочитав, немножко поразмышлял, попробовал лучше понять изученное. Ну, и хочется отметить, что все-таки мы живем в Чувашской республике, и детям с малых лет будет интересно рассказывать и прививать любовь к родине вместе с интересными книжками. Буквально в этом году, в честь столетия нашего издательства, у нас вышла такая красочная книга «Путешествие по Чувашии». Она подготовлена в форме игры, то есть книга знакомит со всеми районами нашей республики. Некоторые города мы взяли отдельно, это Чебоксары, Новочебоксарск. И дети проходят определенный маршрут. Там на каждой странице рассказано самое интересное о том или ином районе, а в конце небольшие задания. Плюс еще, вот видите, тут мы прикрепили фишки, то есть матрешки с кубиками. Есть настольная книга-игра, то есть там уже дети не только читают, но и проходят этот маршрут сами. Книга получилась очень интересная, красочная, и, мне кажется, детям должно понравиться. Но приятнее будет, если все-таки младшеклассники знакомство с книгой, тем более, когда берут книгу на 2 языках, начнут знакомиться сначала с родителями, с учителями, со взрослыми, потому что сразу понять мысль, книгу понять им сложновато. То есть они читают, мы предлагаем, чтобы они прочитали на одном языке, обсудили, что поняли, что нет, а потом уже как бы проверить или обогатить свои знания, а они могут это уже на том языке, которым они разговаривают. Ну, для детей среднего и старшего школьного возраста у нас книги в основном издаются на одном языке. Это или чувашский, произведения наших чувашских авторов, либо на русском языке, русскопишущих авторов, либо в переводе на чувашский, либо на русский язык. Тут мы основное все-таки уделяем внимание содержанию, и в первую очередь произведение должно нести в себе какой-то воспитательный элемент. И в книге не должны быть таких мотивов, как призыв к насилию, убийству или самоубийству. Такие рукописи мы просим дорабатывать. В основном для среднего возраста у нас идет книги, которые раскрывают тему дружбы, сохранения природы, уважительного отношения к родителям и так далее. А вот недавно у нас вышел сборник «Перештыбатнияна Чиру», «Письмо ангелу», куда вошли произведения самых молодых авторов, им от 20 до 30 лет. Проект мы подготовили совместно с Союзом профессиональных писателей нашей республики. Скажу, что они наши хорошие коллеги и партнеры. С Лидией Ивановной, председателем, мы тесно сотрудничаем. И когда уделяем внимание молодым авторам, они всегда нам помогают, поддерживают. Тем более последние годы мы молодым авторам уделяем особо пристальное внимание. Но при этом и не забываем издавать классиков. Из молодых авторов у нас последние годы активно работает Владислав Николаев, Ольга Васильева, Ольга Австрийская. Свои произведения публикует Мальвина Петрова, вот она сборник пошла, и остальные. Надо отметить, что первые шаги в литературу у детей начинаются с самых маленьких шажочков. И чтобы повысить интерес у детей к чувашской книге, а соответственно к родному языку, чтобы воспитать в них чувство патриотизма, чтобы развивать в них творческие способности, мы уже около 10 лет проводим конкурс «Чувашская книга. Юные таланты». Конкурс проходит, начало был республиканский, сейчас он стал уже межрегиональный.
Мы, кроме наших районов, получаем работы с Татарстана, Башкирии, Самарской области, Ульяновской области, города Белгорода и даже Республики Бурятия. То есть интерес к нашим книгам велик. Мы все, у нас есть специальный сайт свой, Чувашское книжное издательство. В соцсетях мы всю информацию, все наши новинки публикуем, размещаем и показываем. В чем оригинальность этого конкурса? Там дети, познакомившись, прочитав наши книги, должны написать свой небольшой отзыв, это одна из номинаций, либо составить свой рисунок по понравившемуся произведению, или же подготовить книжку, которую они полностью делают своими руками. С какой целью это делается? Когда ребенок сам работает над созданием, даже после книжки страниц 4-5 листов всего лишь, он должен написать произведение сначала, красиво переписать, рисунки сделать, оформить. То есть туда он вкладывает не только свой труд, но и всю свою душу. И тем самым мы хотим подчеркнуть, что в каждой книге хранится душа. В первую очередь заложена душа, в первую очередь автора, как писателя, редактора, художника и всех, кто в нем участвует. Ну и подводя итоги, я хочу сказать, что наша детская литература, она имеет немало книг на любой вкус, и как на русском, так и на чувашском, на 2 языках, на 3 языках, и на английском мы издаем. И мы учитываем интересы всех наших читателей. И для нас главная цель, сохраняя наши добрые традиции, чтобы все наши дети с детства читали книги на родном языке, чтобы они знали наших писателей. Только так мы можем дальше развиваться, сеять в них доброе и получить достойных читателей. Спасибо большое. Ольга Леонидовна, книги, я думаю, ваши будут востребованы, они востребованы и в библиотеках, востребованы и всеми нашими читателями. И дай Бог, чтобы они содействовали и способствовали процветанию нашего чувашского языка. Спасибо большое за вашу работу. Мы стараемся. Спасибо. Так, и сейчас мы начинаем работу в другой секции. Секция называется «Новые технологии в продвижении и сохранении языков народов России». Продолжаем эту секцию. Была ресурсная, сейчас по технологиям. Вот говоря о технологиях и об использованиях в обучении чувашского языка и вообще языков, я смотрела, конечно, больше всего детей, чтобы обучить, нужно обучать в игровой форме. Они лучше это воспринимают, лучше привыкают. И многие пишут о том, что должны быть компьютерные игры на языке, чтобы детям привить интерес к изучению языка и вообще к языку. И поэтому, когда я обратилась к поисковым системам нашим, думаю, есть ли у нас такие вот игровые программы для обучения чувашскому языку, я наткнулась на материалы, которые созданы нашим уважаемым педагогом Андреем Владимиром Юрьевичем. Я хочу сейчас предоставить вам слово. Директор Михайловской основной общеобразовательной школы Александрова Цивильского района Чувашской республики. Село Михайлов, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Я бы начал издалека. Вообще-то первые программы, которые появились у нас на чувашском языке, это 1995 год. Они были написаны на языке бисик, и все буквы чувашские были нарисованы от руки. Было первый раз, и трудно, еще тогда у нас кассеты крутились, магнитофонные, чтобы записать программу, потом его установить и работать. Это были вот первые программы, которые были написаны так давно. Тогда еще мы знали, что вот коммуникационные технологии, они нужны детям и игры,
и пособия, и всякие электронные вещи, тесты и остальное, электронные формы обучения, которые требуются в школе. Дети этим живо интересуются и очень быстро к этому привыкают, и иногда это бывает даже чересчур. Как мы знаем, эти игры у нас... Вот, когда появились уже вообще само понятие коммуникационные технологии, подразумевает, чтобы мы общались посредством электронных изданий и так далее. Когда не было интернета, это было намного труднее, потому что приходилось передавать через кассеты, дискеты и так далее. Вот в 2005 году, вот мы первыми издали, пожалуйста, третий слайд. Третий слайд. Следующий. Вот, в 2005 году мы издали первое электронное пособие для 5 класса. Это было интересно. Во-первых, до этого у нас такого не было. Это было совершенно случайно. Я просто для себя писал некоторые программы. Была программа такая у меня «Птицы Чувашской Республики». Там около 200 птиц, которые проживают на нашей территории со звуком, голоса их, образ жизни и так далее, фотографии. Такая маленькая программа интересная. Это для детей, чтобы знали. Птицы, когда на уроке спрашивают, сколько птиц дети знают на чувашском, больше десятка никто не знает. Самый максимум 10 птиц, и все. На этом все заканчивается. А для того, чтобы знать и пользоваться, видеть, увидеть и разбираться в этом, нужно такие вещи. Словари, они очень нужны, тем более электронные. И после 5 класса у нас и для 2, и для 6, и так далее. И в каждом электронном пособии мы старались включить какой-нибудь словарь. И здесь были и насекомые, и птицы, и рыбы. Особенно интересно было, когда насекомыми работать. Их название ихнее почти никто не знает, редко кто знает. И поэтому, когда составили словарь насекомых, это было интересно. Детьми на уроках пользуются, насколько я знаю. Это вызывает определенный интерес, но все-таки вот общение в школах до сих пор у нас в последние годы все переходит на русский язык постепенно, даже в сельской местности. Вот это очень сильно беспокоит. Вот электронные пособия, они, конечно, очень важны, но дети они любят поиграть, поэтому мы сразу же после первого пособия у нас были электронные игры. Покажите, пожалуйста, следующий сайт. Вот. Это первый у нас в 2006 году, «Пелюжраза поисков знаний». Это вот наш президент, когда приезжал в Чуваш, он как раз заинтересовался этой игрой, показывали. Есть у нас жюри персонаж, вот, связанный с ним. Игра довольно-таки интересная для 5 класса, именно для 5 класса. И дети очень в свое время, сейчас я в последнее время не знаю, не интересовался, но в свое время очень сильно толпились, играли, интересовались. И потом вот следующие игры, потом 2 игры в 2011 и 2012 году
на рыбалке и от бабушки, от Кугамая. Эти игры тоже были написаны, они были написаны на разных языках, Первый был, вот первые 11-12 годы это было на экшене написано. А первый у нас, по-моему, флеш программа на флеше. Они своеобразные, очень такие интересные, и своими нюансами, и чтобы пройти дальше во всех играх, надо какие-то языковые знания иметь, выполнять, только потом можно пройти дальше. И последних вот двух там еще был такой уровень, куда ребята дошли. Можно было сравнивать, сколько баллов кто набрал и так далее. И это еще было интереснее. Последние годы мы уже занимаемся электронными формами учебников в следующем слайде. Вот сейчас мы уже несколько электронных форм учебников выпустили. Это уже сегодняшний день. Без этого у нас статус учебник теряется. И поэтому мы над этим работаем. Сейчас у нас пошли в издательство с 5 по 8 класс, готовится 9 по чувашскому языку. Работа своеобразная, интересная. Работаем коллективно, подключаем там очень много людей, и писателей, и артистов, и всякие студии звукозаписи, и фотографов наших хороших. Сейчас мне вот для 9 класса отправили, привезли насекомые по Чувашской республике, очень много интересных насекомых. Там другие фотографии, пейзажные есть, очень хорошие снимки. Они занимаются птицами. Глушенков, наверное, Олега Глушенкова многие знают. Вот они работают, они вот прислали очень такой красочные фотографии. Они вот в 9 классе, я надеюсь, будут. Работаем, трудимся уже каждый год, занимаемся, продвигаемся вперед. Многие трудности, конечно, возникают, но это преодолимо. Ну, конечно, без интернета в настоящее время никак. Вот я помню начало 2000-х, пока интернет только было в специальных салонах, интернет-салонах, я ходил и смотрел, когда появятся первые чувашские что-нибудь написано. Ждал и появился. Баптисты там написали на чувашском языке какую-то статью. Я думаю, вот докатились. И потом Плотников свой сайт поставил. Я посмотрел, действительно можно сделать. Я тоже назвал его первый чувашский сайт для учителей чувашского языка. Тоже сделал. Потом этот сайт потихоньку он отжил. Но появились другие возможности, другие. Постепенно мы к этому делу подключились. У нас появился через Министерство образования при школе Михайловской создал Центр дистанционного обучения чувашскому языку в 2007 году. С этого времени вот мы уже работаем в дистанционных технологиях. На следующем слайде. Вот. Потом у нас появился педагогический форум, интернет-форум для чувашских учителей, телеканал Шкултова, интернет-журнал Шкулда. Из 4 2 мы уже с ними не занимаемся. Вот педагогический форум чувашских учителей, это чисто технологический, сейчас это устарело. Есть другие, более быстрые возможности общения, те же WhatsApp и так далее. Поэтому мы его уже
все закрыли. Сайт дистанционного обучения, который был на Moodle, здесь у нас много и из-за рубежа учились, и по России учились взрослые, дети учились. Кто-то там пел песни, но не понимал, о чем поет. И такие были. Вот они обучались у нас, и детей своих учили. Вот этот сайт у нас Moodle, он забанили его полностью, мы его тоже закрыли. И вместо него сейчас у нас другой сайт появляется. Вот два проекта. С 2011 года у нас Школ ТВ, телеканал. Там все видео только для школы, чувашской школы и русской школы, только на чувашском языке. Все видеофайлы связаны с школьной программой, ничем другим. Это литература и чувашский язык. Вот здесь я вчера постарался посчитать, сколько, около 4000 видеофайлов насчитал. Постепенно здесь не только у нас и учителя участвуют, свои материалы предоставляют, которые готовят, потому что сейчас технологии позволяют быстренько записать и смонтировать, как видеопрезентация или как видеофайл. Очень много конкурсов проводим, я на этом отдельно остановлюсь. И интернет-журнал «Школа» — это для педагогов, чисто для педагогов, всероссийский журнал, 2014 года выпускаем. У нас сейчас более 30 номеров вышло, мы ежегодно по 4 номера сейчас выпускаем. Последний вот номер был буквально в конце сентября. Учителя пишут, особенно когда аттестации доходят, все пишут. Хорошие материалы есть. Я надеюсь, что журнал будет жить и развиваться. Он необходим, потому что материалы, которые там есть, можно использовать прямо на уроках. Можно при подготовке урока. Есть материалы, которые можно использовать, там и презентации, и видеофильмы, и просто планы уроков, которые постоянно, каждый день учителям могут пригодиться. Самое плохое, которое мне показалось в этом интернете, это очень много материалов, но они не структуризированы. Они все, где попало, искать, находить очень трудно. Поэтому в прошлом году, идея была давно, мы решили подготовить портал образования чисто для чувашского языка. Следующий слайд, пожалуйста. Вот. Вреню портал образования именно по чувашскому языку. Вот здесь мы по урокам, по темам распределили все. И по языку, и по литературе, и по культуре и истории. И здесь каждому уроку будет определенная тема, задание, контрольные, проверочные работы. Мы к этому стремимся в данное время. В этом году, когда у нас началась вот эта болезнь, мы запустили быстренько этот сайт, начали его заполнять. Последние вот уроки, которые были у нас в марте, в апреле, для них мы материалы там подготовили и выложили. Даже проводили в конце уже специальный конкурс видеоматериалов, вот Анна Семеновна тоже участвовала, чтобы заполнить этот портал. Работы там непочатый край, мы только еще начали. Поэтому времени, как всегда, не хватает, очень не хватает. Тем более я директор школы, мне целый день столько информации, чего только не происходит. Очень трудно вечером сесть и что-то сделать. Тем более сейчас летом было
ремонт, капитальный ремонт школы, вообще не прикасался, поэтому немного времени не было заниматься этим. Но я думаю, сейчас зимой будет время, будем работать, дальше продвигать. Я надеюсь, мы этот сайт заполним. В данное время мы начали сейчас другой раздел этого портала, где именно будут упражнения и проверочные работы. Это самое, наверное, нужное. Теоретический материал, ладно, мы что есть, ссылки там и так далее, распределим. А вот само упражнение и проверочная работа очень нужно. Они детей вдохновляют, и чтобы обязательно должен быть такой момент, чтобы учителя могли там прямо на портале создавать свои классы и детей там прямо оценивать. К этому мы стремимся, пока работаем над этой проблемой, там много нюансов. Я думаю, за зиму мы этот раздел подготовим. Надеюсь на это. Когда вы заработаете полноценный этот портал, я думаю, учителям будет легко работать. И те учителя, не только учителя, те, которые могут помочь развитию этого портала в любом виде, очень мы были рады. Особенно у нас волнуют видеофрагменты, уроки, видеопрезентации. Мы с радостью разместим, обязательно дадим сертификаты. И я надеюсь, это будет полезно не только вам, и всем нам. Так что у нас будет такой портал, который будет только приносить нам пользу. И кроме этого ничего. Следующее, я хотел бы остановиться на различных конкурсах, которые мы проводим в рамках Центра дистанционного обучения, который у нас создан в 2007 году. Мы каждый год проводим, я взял там по одному конкурсу или олимпиады, которая проводилась. Каждый год мы проводим эти олимпиады. Очень много детей участвует. И последние годы мы с 2016 года проводим ваш конкурс. У нас, например, обычно награждение призеров происходит здесь, в этом помещении, потому что Национальная библиотека тоже участвует в этом деле. Участвует национальное радио, национальное телевидение, наши газеты, национальный конгресс. Очень много организаций, очень много лиц, поэтов, писателей в этом деле участвуют. Поэтому участников тоже очень много. Последнее у нас было, в этом году у нас мало было участников. Итоги еще не подвели, в ноябре будем подводить. В прошлом году у нас было 1200 детей участвовало. Очень много детей участвует, очень много видеоматериалов приходит. Много, конечно, есть материалы, которые слабоваты, но очень красивые материалы есть. Это радует, что дети еще с 2 лет уже стихи читают, рассказывают. Очень приятно. Цель этого конкурса была собрать видеоматериалы для портала, чтобы у нас в портале было много материалов, которые именно связаны с нашей учебной программой. Владимир Юрьевич, у нас регламент. Всего, я завешу. Спасибо большое. Копеечку. Портал школ. Сейчас. Просто напиши школ в реню портале. Да? Можно школ ТВ или школда журнал. Там везде можно найти. В реню портале обычно выходит сразу. Спасибо. Спасибо, Владимир Юрьевич. Хаклаштешсем Владимир Юрьевича Паламановича Нищукпуль. Он у нас является правой рукой нашего института образования, мне кажется, и всего нашего чувашского сообщества, потому что именно когда есть такие энтузиасты своего дела, люди, которые умеют делать и хотят делать, мы движемся вперед.
том числе и по сохранению, по изучению чувашского языка. Еще я хотела бы сказать, что Владимир Юрьевич у нас... Вот сегодня мы обсуждали вопрос, почему вроде бы и люди есть у нас, которые все делают. У нас есть и возможности что-то делать. Почему на одних и тех же лицах все это останавливается? Вот Сергей Дмитриевич сейчас ушел. Хотелось бы сказать, что людей этих очень мало, кадров мало. Мы в первой половине дня говорили о том, что кадры есть, но их мало, их штучное количество. И поэтому на одни и те же плечи накладывается много разной направленности. Поэтому еще раз, Владимир Юрьевич, большое спасибо. И мы двигаемся с вами вперед. У нас в гостях и участник конференции Малышев Константин Анатольевич, редактор веб-сайта Татарстанской республиканской общественно-политической газеты на чувашском языке «Сувар». Тархашин Константин Анатольевич. Скажите, пожалуйста, кто не понимает по-чувашски? Применгу мехизм гирле булны не бизигилетим чем. Но чувашлах калами? Тересибе галазан не билетим ченде ларудуру аванахмарыне, но кумбегих наджар дизеп шутламан. Акша игигон конференция манавал приенден чилендер жиде, хорландар жиде, весь хамба хамшабыша жүреп игигон. Мен жене хворда лайыгыланадырынды. Ебер шадык витрене шыдулдарашын. Ахалза Максимбек алазанынды. Витре берен шадык. Ебер малалла каяшын, адыландарашын хамыр жерхине. Анжакта леш пушламы жындех бере стоп крана бусагуна баравоза. Ивыл тарат буксава тузадырат. Садикри бирги галабебе. Садикра, чавашла, веренце, воспитание помадыдын мазыр, вол берен школда, асларах классенде вайхуны, ну, изарна хаварда біледір мілі вол евар болныне. Чала өдінді. Берен тударстаныра тұғырвуны яғын школда чавашла верендеші. Пушкырстан раут молулды школда, Ульяновск облачынде Сагр школда. Ульяновск облачынде весь факультатив агушайылны. Ақшак реформа бұшланде вуникемі шылда фагуазын. Шамындан ебір таки буксаватты вапыр вырыста қалазын. Немде давай мастын. Мінлі школа бұрза керен, күшті қалашқалан учительзінбе. Кам мінлі бұлдарат Шамбек мен ситуациялен тұқмадыра жадынды. Ну, Сирия кунда милли еврыня курдом хам гушпадене бек, ну переведен игот еврдара кунда перен витхадада вырындык компонент пур сирен желчербек алас пулзасын. Вот, поэтому перехожу на международный. Поэтому, когда я возглавил редакцию в 2003 году, у нас только интернета-то толком не было, можно сказать. И стал вопрос по чувашским шрифтам для компьютеров. Тот, который нам прислали из Чебоксар, это хыбаровский шрифт, как мы между собой его называем, он не совсем удобен, почему? Потому что там чувашские буквы нужно нажимать на цифры, которые наверху. И не позволяет он быстро набирать текст, к сожалению. Потом появились еще несколько шрифтов. Мы писали письмо в кабинет министров Чувашии, ну, чтобы был единый стандарт, раскладка. Ответов нам не приходило и при Федорове. Когда Игнатьев в 2013 году к нам в Казань приехал, мы ему подарили свою раскладку. Мы создали совместно с инженерами КАИ чувашскую раскладку для слепой печати. Но там проблема была в том, что в интернете ее другие не могли, ну, у кого вот старые шрифты, ее не могли прочитать, наши буквы. Они были удобны, ну, там путем исключения самого минимального применения в чувашском языке, вот те буквы на места и этих букв, это твердый знак, манзагаром, точка синтетика.
Ну, в общем, при чувашском письме, где мы используем самые очень ограниченно используем эти буквы, туда мы засунули наши чувашские буквы, и это нам позволило печатать вслепую. Мы смотрели только на экран и могли печатать. Ну, понимаете, кто много печатает же, как это удобно. Мы это придумали. Но в Чувашии нас не могли прочитать, потому что это наша была придумка, а покупать они не хотели. Игнатьев приехал в 2013 году, мы ему, в 2010 году, мы ему подарили эту раскладку, ну, надеясь, что вот будет единый стандарт. У вас же до сих пор буквы, ну, то есть чувашские буквы, по-моему, на цифрах у многих, да? И вот это альт пожирадрезер, через альт. Но унда сирен юдер резем кружочек сем, марийский юбек, а пирамидха черточка зем был мала, пирен шрифтен черточка зем. Но потом мы его, этот шрифт унифицировали, он читается, у вас интернет есть? Наберите, если вам не трудно, suvargazeta.ru, хотя бы уж увидят, где, может, я вру тут ставлю. В 2006 году Николай Плотников нам нарисовал сайт, мы его попросили, его сайт уже тогда работал. Он тогда был на домене Сувар.су назывался, и мы там начали размещать то, что печатаем в газете. Потом уже время потребовало изменить движок этого сайта. Мы перешли на другую платформу и теперь находимся на suvargazeta.ru. Сайт у нас подкреплен. Ну, сайт, если просто на сайте печатать, его читать особо не будут. Нужно его... Да. Прям так? Английский язык? Люди уже знают. Продолжу. Начали в соцсетях группы создавать. Но это уж кто занимается этим плотно, знает, что из соцсетей переходы на сайт и так далее. Посещаемость начала расти. У нас в Татарстане есть такая проблема, наверное, это и коснулось и других регионов. С 1962 года в школах перестали обучать на чувашском языке. И выросло то поколение, которое не умеет читать и писать. Разговаривать они умеют. Проблема в том, что эти люди не могут быть нашими потенциальными читателями, бумажной версии газеты, да? А в интернете мы как-то их можем завлечь. Мы же публикуем не только статьи и репортажи, песни чувашские, сами видео снимаем. Это нас так завлекло, что мы начали, как вам сказать, входить в жизнь чувашей разными способами, чтобы везде фигурировало наше сувар. То есть мы позиционируем себя на каждой возможной площадке. Создали футбольную команду, назвали ее «Сувар», она играет в Казанской любительской футбольной лиге. Там нашли спонсоров, играют, а впереди же написано «Сувар». Мы пиарим их, они нас. Потом вторая футбольная команда появилась, чувашская, это в Казани. И это все, стартером является здесь наша газета. Обязательно молодежное движение организовали, «Адалан» называется, «Развивайся» в переводе. Тоже у истоков наши сотрудники стояли. И это обязательно нужно делать. Почему? Потому что, не соврать бы вам, с начала времен и до 2007 года вся информация, которая собиралась, она сегодня создается за 2 дня. Вы понимаете, какой массивный объем информации на нас сегодня ложится, на наши головы, на головы наших детей и так далее. И здесь чувашское что-то вычленять и находить, как вы правильно говорите, везде разбросано, это очень сложно. Поэтому пока ждешь, ожидаешь, когда к тебе читатель придет, это уже состаришься, извините меня за седую бороду.
И мы сами решили, вот где возможно, везде присутствовать. Этот спонсировали, нашли спонсоры, чтобы детский стихотворческий конкурс «Ятниман заверим». Мы не только, мы его транслировали в Татарстане, чтобы и наши могли участвовать. То есть он стал межрегиональным. Это на самом деле большой плюс. Но только вот в бумажной версии мы бы так не развились. Вот в совокупности даже чувашские дискотеки начали в Казани проводить. Вроде бы не наше дело. Наше дело вот сидеть в редакции, там что-то интересное находить и выдавать. Нет, совершенно не так. Сегодня вот по старинке работать, ну просто ожидать своего конца. Нужно обязательно развиваться. Почему я это говорю? Я вчера с Николаем переговорил. Николай говорю, вот ты же создаешь вот эти предложения, пары предложений. Это, говорю, все хорошо, но сегодня же нужно нам, чтобы, например, я онлайн-транслейтер, как он правильно называется, я сказал по-чувашски, а ты прочитал по-русски или там по-английски, ну как в развитых странах и так далее. Нам же сегодня нужно уже это. Он говорит, это следующий этап. Но получается даже вот, хотя там на уровне главы мы его хвалим, но получается это уже немножко отсталая технология. Ну то есть не то, что отсталая, а то, что мы должны были делать еще, наверное, лет 10 назад, как представители Коми тут говорили, из Карелии, по-моему, парень, и, конечно же, Мариэл. То есть мы этот момент профукали, что ли? Манрегламент подмерига. Но надо наверстывать на самом деле. И то, что это делается руками энтузиастов, это, конечно же, неправильно. Вот я порой задумываюсь, вот в гуманитарном институте там целый штат, они издают словари. Наверное, это словари нужные, требования времени, но я боюсь, 10-15 лет, кто возьмет этот словарь в руки? И, он же, ребенка не обманешь, он выберет самый кратчайший путь к знаниям. И его конфетой там, красивой обложкой сложно будет, уже и сегодняшнего сложно, и в дальнейшем еще сложнее будет его привлечь к чувашскому языку. И когда он зайдет в интернет для получения знаний, а там на чувашском языке знаний будет мало, а на русском много, конечно, он выберет, как вчера Юрий Николаевич сказал, то, что да, сильнее и влиятельнее. И первейшая задача государства, я и тут имею в виду государства чувашского, стать на эти рельсы именно исправления ситуации. Почему я это так смело говорю? Потому что в Татарстане это работает, схема. Придумали для садиков очень интересную программу обучения как на русском, так и на татарском. Билингвальный. Уйныбызда укыбыз. Учимся и играем и учимся. То есть язык, там у них прописано прям язык воспитания татарский, язык обучения татарский, язык воспитания русский, язык обучения русский. Они дальше пошли, у них сейчас полилингвальные, они английский туда включили, даже вон гимназии открывают, показывали. Замминистра России образования приезжал. То есть, что похмала, вреда от этого нам не будет, то, что мы будем учиться у соседей. Мы с ними рядом живем, очень дружно, но мы не можем сегодня в Татарстане своим детям преподавать, не преподавать, обучать их на чувашском языке в садиках. Это наша основная проблема. У меня моя проблема, я эту проблему вижу как редактор сайта, у меня читателей не будет. Да? То есть, может, разговаривать они будут уметь, но читать им будет сложно. И вот эту проблему нужно, пока у нас есть время, я вижу, что мы, сегодняшнее сообщество, которое умудренное знаниями и так далее, живы-здоровы, дай Бог, и дальше, но мы можем это сделать. И спасибо организаторам, конечно, конференции. Я
почему все время участвую в таких мероприятиях? У нас же чувашская автономия, там 116 тысяч в Татарстане чувашей проживает. Как преподаватель Елена, отчество, к сожалению, не знаю вашего, Инка сказала, самое главное – сохранить народ. Если чувашского народа не будет, то ему и язык, и культура, это, ну, вы же сами понимаете, как это. Не мне вам это объяснять, конечно. Чувашская автономия состою в совете, в президиуме, и хорошо, что власть нас там слышит. Вот есть обратная связь. Мы, конечно, действуем через Дом дружбы народов и Ассамблею народов Татарстана. Вот такое взаимодействие нам как-то там проще выходить из трудной ситуации. Но если стартеры, они все говорят, а что чуваши, ну мы говорим, ну стараются, ну не будешь же позорить это самое. Ну пока не может, ну я про учебники это говорю, ну которые вот по ФГОСу, да, у нас больная тема это кинегезитмез и так далее. Когда эти учебники появятся, может быть, сложится такая ситуация, что они уже будут никому не нужны, вы понимаете? Время, вот наш самый главный враг – это время сегодня. Надеюсь, я достучался до ваших сердец. Спасибо. Тавдабуч, Петепусактав Константин Анатольевич, Чинахта Изир Калана Нумай Шухушпай Пир Килишетпер, Изир Калана Сим Чинахта Сирин Чундран Духаган с Максим Перещивых Резим, Инжендизени Бир, Щак и Тузине Тацапарастиси Пиди Нумай Таржатпер, ну, Тацапарайман Нендивал Пирин Ирадубуль. Кунда Иду комментарий Барашинч Булмала Владимир Юрьевич Хашпер Иду Синещуки? Щук, ну, Кайран Изир. Чувашского на английский и на русский язык голосовой перевод есть в интернете. Любой, да, любой можно перевести. На чувашском напечатать, на русском или на английском. Нет, Яндекс.Переводчик. Ну вот конференция Кирлит я проход курнать. И пинь, и зеркая рахпа, парберне анланмалла калайса дадыладыр. Ибермалла, мы двигаемся с вами дальше. Еще хотела сказать, Елена Викторовна, вот то, что мы с вами говорим, что мы учимся у татар, мы отстаем немножко, но мы учимся, пытаемся догнать, ну, будем думать, что ресурсы наши позволят это сделать. Иберсерембе Малалагаят пар, Марина Владимировна Андрюшкина начинет пар, заместитель директора по науке и издательской деятельности Национальной библиотеки Чувашской Республики, кандидат философских наук. Ох, такое высокое представление. Юра, к сожалению, Быкова Марина Галина Владимировна... Александровна, я прошу прощения. Нет, к сожалению, Марина Владимировна болеет, и поэтому вынуждена я выступить. И сообщение у меня немножечко, прошу прощения, что тема тоже заявленная, которая в программе, она отличается от той, которую, в общем-то, я хочу сегодня представить, потому что тематика мультимедийных технологий, что мне раскрывать и говорить о том, какие технологии надо использовать для представления текста, как их совмещать с аудио, и как их совмещать с видео, в принципе, поэтому, на мой взгляд, проще будет, если я просто расскажу, какие онлайн-ресурсы в поддержку чувашского языка готовит Национальная библиотека нашей республики. Вот участвуя в работе нашей конференции, и 2 дня назад мне удалось побывать на такой же конференции и в Йошкар-Оле, я убедилась в том, что именно библиотека является одним из важных институтов формирования языковой культуры у народа. Мы собираем, сохраняем и продвигаем национальную культуру. Мы активно позиционируем себя в пространстве функционирования чувашского языка. Но прослушав вот в эти дни выступающих, знакомясь с опытами других регионов, я убедилась еще в том, что простора для деятельности нам еще полно работы, и идеи тут же по ходу возникают, и в принципе есть над чем поработать. И у нас есть вот потенциал
Мы будем его дальше расширять, развивать и удваивать все наши вот и ресурсы, увеличивать, и возможности их использования. Уникальность и значимость вообще библиотеки в процессе формирования языковой и письменной речевой культуры людей для информального и частично дополненного образования характеризуется тем, что... Сейчас. Характеризуется тем, что, во-первых, библиотека является хранилищем знаний, знаний, которые сосредоточены в печатных источниках, в различных ресурсах, доступных каждому в целях самообразования, саморазвития и самореализации. Национальная библиотека является крупнейшим в республике хранилищем Национального библиотечного фонда, насчитывающим свыше 54 тысяч названий, из которых 13 723 на чувашском языке. Более 2000 экземпляров составляют издание второй половины XIX – начала XX века. Треть фонда является библиографической редкостью. Информация о фонде полностью отражена в электронном каталоге. Цифровые копии свыше 10 тысяч книг представлены в электронной библиотеке, что составляет 14% от национального фонда. Из них на чувашском языке 3356, это 24, почти 24,5% от всех изданий на чувашском языке. Первые 900 особо ценных документов, посвященных истории и культуре Чувашии, были оцифрованы в рамках реализации федеральной целевой программы «Культура России» и проектов президентской библиотеки имени Ельцина в 2012-2013 годах. В последующем оцифровка документов осуществляется силами нашей библиотеки. На сегодняшний день электронная библиотека Чувашской Республики, так мы его называем, этот ресурс, состоит из 40 тысяч документов. То есть кроме вышеназванных 10 тысяч книг, здесь еще представлены цифровые копии периодических изданий, статей, различные аудиовизуальные документы. По содержанию она является универсальной, включает документы с 1769 года. Если в рамках прежних федеральных программ и проектов для оцифровки отбирались только документы на русском языке, то в рамках национального проекта «Культура» появилась возможность участвовать в формировании ранних изданий на национальных языках, выпущенные на территории России, и памятников печати региональных типографий России. Мы планируем в следующем году, в 2021 году, принять участие в конкурсном отборе для участия в этих проектах. В данное время все наши книги мы заносим в реестр книжных памятников. С цифровыми документами, находящимися в ограниченном доступе, предоставляется возможность ознакомиться в виртуальных читальных залах, открытых на базе библиотек республики и библиотеках регионов с компактным проживанием чувашского населения. Сегодня полный доступ обеспечен в ряде библиотек республики Башкортостан, Удмуртии, Ульяновской области. Второй уникальной особенностью библиотеки является то, что это библиотека – источник формирования информационных продуктов и услуг, основанных на разнообразных сетевых, электронных, печатных ресурсах, также влияющих на формирование языковой культуры населения. Первое, следует назвать, конечно, это сайт нашей библиотеки. Он у нас представлен в интернете на двух языках, на двух государственных языках, на русском и на чувашском языке. Библиотека реализует различные интернет-проекты, которые призваны расширять присутствие чувашского языка в интернет-пространстве, увеличение количества качественных информационных ресурсов. Они направлены на повышение качества владения чувашским языком, использование эталонного чувашского языка, поддержка работ в области научных исследований, поддержка литературного творчества, принятие мер по возрождению интереса к чтению. Это портал «Культурное наследие Чувашии», литературная карта, Чувашская республика, летопись столетия и многие другие. Особо хочется выделить в этом ряду мне интернет-проект, сайт «Литературная палитра Чувашии. 100 книг для чтения», в
В коллекцию вошли произведения деятелей чувашской литературы и культуры, отобранные путем всеобщего голосования, в котором приняли участие свыше 2000 человек. Окончательный список утвержден экспертной группой, состоявшей из деятелей культуры и науки. Проект существует с 2018 года, продолжает развиваться и пополняться. Учитывая пожелания наших пользователей, мы выявили переводы отобранных произведений, и на сегодняшний день здесь представлены 126 произведений на чувашском языке и 74 перевода этих произведений на русский язык. Важно отметить то, что сейчас на портале представлены не только тексты для чтения, но и аудиозаписи произведений, озвученные выдающимися артистами Чувашской Республики. В этом году мы еще здесь запустили читательский референдум по выбору самых читаемых произведений чувашской литературы. На сайте читатели смогут проголосовать за книгу, которая, по их мнению, достойна титула «Книга столетия», а также оставить свои отзывы и рецензии на книги. Также по итогам референдума определяется не только самая читаемая книга и самая популярная книга, но и самый читающий район, лучший отзыв на книгу. Хочу показать небольшой такой вот анализ данных по посещениям литературной палитры за один календарный месяц. Такой анализ свидетельствует о том, что сюда заходят посетители не только из Чувашии, но и из Татарстана, Москвы, Московской области и из многих других регионов. Учитывается то, что в принципе... Так, если брать по Чувашской Республике посещение, оно составляет из 1981 визит из России, а по Чувашской Республике, так, я не записала, плохо вижу. Тут лучше видно, 857. А из Республики Татарстан 122, и дальше Москва, Московская область 105 и тому подобное. Но, в принципе, если литературная палитра, она отражает только часть литературных произведений, то хотела для сравнения привести данные с портала «Культурное наследие Чувашии». Например, на этот портал у нас заходят показатели, если брать весь мир, то 30 610 визитов за месяц, и из России 29 964. Любопытно то, что посетители из Чувашской Республики составляют около 32%, а остальные из разных регионов России. И дальше, значит, мы готовим огромное количество мультимедийных изданий, где под единой программной оболочкой собрана справочная, информационная, библиографическая, копии документов, аудио, видео и фотоматериалы. В Национальной библиотеке Чувашской Республики создана коллекция персональных мультимедийных изданий, которые объединены в серию «Имя в истории Чувашии». Издания посвящены жизни и деятельности известных людей Чувашии, которые внесли весомый вклад в развитие литературы, культуры, искусства, науки, техники, просвещения и других сфер жизнедеятельности общества. Организовываются различные виртуальные выставки. Вот как пример я привела виртуальную выставку, посвященную чувашской письменности. И третье, которое характеризует библиотеку сегодня, как учреждение, которое продвигает культуру населения и продвигает чувашский язык на территории нашей республики. То, что библиотека – общедоступная площадка для коммуникации, это площадка для просветительской деятельности. Язык, потому что это книги, тексты, общение на основе этих текстов. И все мероприятия, которые проводятся в библиотеке по продвижению книги и чтения, так или иначе работают на поддержку и продвижение чувашского языка. В библиотеке проводятся различные мероприятия, литературные марафоны, литература Тельбулова-Зем, литературные встречи, круглые столы, презентации и многие другие.
Я остановлюсь вкратце только на тех мероприятиях, которые доступны для участия в режиме онлайн. Первое – это то, что Национальная библиотека является одной из площадок образовательной акции тотального диктанта по чувашскому языку «Педим чуваш диктанджи». Акция проводится ежегодно 25 апреля в целях создания условий для сохранения, изучения и развития чувашского языка, популяризацию чувашского языка среди учащихся, студентов, педагогов и населения. Следующая – это акция, которая была организована в этом году «Чуваш Чильги Елеме Савара. Красота чувашского языка в стихотворениях», которая была организована нами ко Дню чувашского языка. В ней приняли участие более 500 человек из Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Самарской, Ульяновской областей, Красноярского края и других регионов. Участникам необходимо было прочесть стихотворение на чувашском языке, записать видеоролик и разместить его в интернете. Для того, чтобы облегчить поиски и выбор стихотворений для прочтения, в преддверии акции мы подготовили подборку, разместили их на нашем сайте «Культурное наследие». В эти дни ролики с хэштегом «Люблю чувашский» буквально заполонили социальные сети в исполнении дошкольников, учащихся, студентов, бабушек и дедушек, воспитателей, учителей, деятелей культуры и людей многих других специальностей. Прозвучали поэтические произведения как известных поэтов, так и собственных сочинений. Это были стихи, посвященные чувашскому языку, это были стихи, посвященные Великой Победе, Родине и тому подобное. Возрастной диапазон чтецов был от 3 до 83 лет. Говоря обо всех тех достижениях, которые мы достигаем, осуществляя эту работу, хочется и отметить о тех проблемах, с которыми мы сталкиваемся. Для создания и предоставления информационных ресурсов на родном языке в глобальной сети, в первую очередь, конечно, нам необходимо набрать текст с использованием чувашских букв. А об этой проблеме здесь уже говорили, озвучивали, но хочу отметить то, что первые раскладки клавиатур письменных языков создавались для пишущих машинок. И одним из первых она была создана поэтом Константином Ивановым, который, будучи хорошим столяром, смастерил пишущую машинку из дерева. А раскладка Иванова включала буквы чувашского алфавита Ивана Яковлевича Яковлева. В предисловии к букварю, изданном Яковлевым в 1872 году, указывается на ряд ошибок и приводится такое замечание, что те ошибки, они вкрались из-за трудности набора текста на чувашском языке. Казалось бы, столько лет прошло, а вот эти проблемы, они на сегодняшний день все равно остаются. Конечно, разработок более чем достаточно. Программных продуктов, которые позволяют использовать раскладку клавиатуры на чувашском языке для разных операционных систем, они разработаны. Но дело в том, что устанавливая те или иные инсталляционные программы, каждая организация выбирает тот набор шрифтов, который, в общем-то, им удобен. И чаще всего это происходит так, что некоторые организации используют нестандартные шрифты, которые устанавливаются по умолчанию в компьютере. И поэтому даже по сегодняшний день сохраняется эта проблема взаимообмена данными, текстами, документами на чувашском языке. И основная проблема, конечно, здесь в том, что официального соглашения об использовании чувашского шрифта в компьютерных системах на сегодняшний день, к сожалению, у нас нету. У нас нет стандарта на использование чувашских шрифтов в различных организациях и учреждениях. И в принципе, очень много у нас еще различные разработки, инсталляторы чувашской раскладки, но вот такого единообразия, к сожалению, мы пока не имеем.
И здесь, конечно, нам необходимо работать даже в том направлении, если я говорила о том, что все чувашские книги, они у нас каталогизированы, они у нас представлены в электронном каталоге, не говоря уже об электронной библиотеке. А как пользователи должны находить те или иные названия книг в нашем электронном каталоге, не имея возможность набрать чувашскими буквами те названия книг, которые там ищут. В принципе, мы эту проблему на сегодняшний день решили вот таким вот образом. Так, вот, таким вот образом мы его решили. Мы просто перед поисковой строкой поставили для скопирования те буквы чувашского алфавита, в принципе, то, что помогает набрать текст и искать. И, конечно, я, наверное, должна озвучить то, что и нам самим тоже необходимо многие проблемы решать, потому что язык каталогизации документов является русским. Но учитывая то, что по новому ГОСТу указано, что язык, если два государственных языках, приоритет при каталогизации отдается тому языку, на котором языку коренной национальности. И пока вот вообще в целом не решен у нас вопрос именно о каталогизации книг на чувашском языке, отражение элементов библиографических. Ну, это я уж чисто по терминологии своей пошла, прошу прощения. Вот такие проблемы, которые, в общем-то, мы будем решать, мы будем работать. Спасибо всем большое за ваши выступления. Спасибо за работу, спасибо организаторам за такую интересную конференцию. Если есть вопросы, я готова на них ответить. Спасибо, Галина Александровна. Есть вопросы? Можно минуточку, я еще договорю. Пожалуйста. Тут я вот привела таблицу, еще тут есть посещение сайта, который у нас идет на чувашском языке. Конечно, в поисковиках его найти невозможно, трудно. Мало кто будет искать термины на чувашском, набирать в поисковой строке, чтобы получить, найти этот сайт отдельно. Конечно, заходя на сайт библиотеки, выбрав там флажочек на чувашском, можно перейти. А так через поисковые системы, конечно, проблемы. Поэтому как раз вот это все привязано с возможностью поиска материала на чувашском в интернет. Спасибо большое. Все. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, у кого есть вопросы? Ну, спасибо большое. Хочется сказать Национальной библиотеке Чувашской Республики и вообще за такую большую, огромную работу, которую они ведут по сохранению родного чувашского языка. Потому что даже вот сегодняшняя конференция, уважаемые коллеги, собрала в интернет-ресурсах более 800 человек. Это дорогого стоит. То есть библиотекой интересуются, библиотеку знают. Библиотека у нас как первый помощник в сохранении родного чувашского языка. Может, Светлана Михайловна, вы скажете что-нибудь? Прокомментируете? Конечно, понимая вот ситуацию, мы храним книги, да, фонд огромный. Фонд огромный, и он включает все, что издано на территории Чувашии, о Чувашии, краеведческий фонд. И сегодня мы понимаем, этим фондом не должны ведь пользоваться только люди, живущие на территории практически города Чебоксары, Чувашия. И то, что сегодня этот фонд доступен вот всем желающим, нас это еще как-то подстегивает дальше работать. Бывает, указан телефон библиотеки, это телефон руководителя библиотеки. И приятно, когда, например, звонок из Москвы, с Тюмени, а где нам найти, вот не могли бы вы нам прислать там на чувашском языке стихотворение вот такого-то поэта чувашского или биографию такого-то. И я буквально говорю, интернет под рукой? Да. Войдите на сайт Национальной библиотеки, нажмите вот туда-то, войдите в электронный каталог, наберите там Юрий Самендер, и выйдут вам тексты стихов Юрия Самендера. Это очень приятно, когда поступают вот такие запросы. Мы понимаем, конечно, в информатизации мы отстаем. Буквально на днях, когда была у нас конференция Гуманитарного института к юбилею посвященная,
На эту тему я разговаривала с заместителем председателя Кабинета министров, исполняющим обязанности министром образования. Она говорит, какие проблемы существуют. Понятно, проблемы библиотечные мы сами решим. Я говорю, я считаю, что на сегодня основная проблема в республике то, что мы очень сильно отстаем в информатизации. И эту проблему надо решать. Она основная. Если она будет решаться на государственном уровне, мы войдем в этот проект. Мы тоже будем подтягиваться. Поэтому я считаю, что вот сегодня, что здесь говорили, и газета «Сувар», да, хотелось бы, но без вливания финансовых ресурсов государства, когда уже и искусственный интеллект, да, это переводы с голоса на другой язык, нам очень бы хотелось в этом участвовать, но сегодня просто не позволяет финансовые средства. Я думаю, что в ближайшее время все-таки обратит наше правительство на это внимание свое. Мы помним, как у нас 10 лет работала команда, тогда был у нас комитет по информатизации, по-моему, он назывался. Сейчас это Министерство цифрового развития, но мы не видим, как мы развиваемся в этом направлении, к сожалению. Поэтому вот к следующей конференции, которая будет у нас в Национальной библиотеке, я думаю, мы сделаем большой шаг вперед, надеемся, и уже тема разговоров у нас будет немножко другая. Спасибо, конечно, всем участникам. Очень приятно, что, во-первых, я считаю, очень высокий уровень докладчиков. Ко всем докладам выступлений подошли, ну, как бы высказали всю свою боль, заботу и желание сделать что-то большее. Не просто отчитались, как часто очень бывает на всех конференциях, на вот форумах такого уровня. Мне это очень приятно. И я думаю, что вот и сегодня мы поговорим и в резолюцию включим все самое важное. Еще хотелось бы, Сергей Дмитриевич, ведь проект резолюции будем готовить какое-то время, не сразу, да? Огромная просьба ко всем участникам, докладчикам. Присылайте на электронную почту Национальной библиотеки свои предложения для включения в резолюцию. Если даже они не войдут в резолюцию, я думаю, мы все равно внутри будем работать с этими предложениями, да? И доклады, да. Вчера Юрий Николаевич сказал, что есть возможность, и, скорее всего, это будет доклады и на русском языке, которые будут переведены на чувашский язык, и на 2 языках выйдет сборник докладов. Поэтому даже очень хорошо. Поэтому будем надеяться, что будут доклады опубликованы. Ждем доклады тоже. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы завершаем секцию. Есть какие-то замечания, предложения? Ну, хотелось бы сказать, наверное, напоследок, что шагать ногу со временем, нам надо многое уметь и многое успеть. Поэтому на этом мы завершаем сейчас секцию номер 1. Сейчас у нас кофе-брейк. Затем у нас круглый стол, и мы подведем итоги нашей конференции. Приятного чаепития. Через 20 минут мы собираемся.